Татарстан в этом году увеличит объем поддержки сельскохозяйственных предприятий по сравнению с прошлым годом на 8%. Из бюджета республики по разным программам будет выделено около 9 миллиардов рублей. Основные опасения аграриев связаны с обеспечением запчастями, импортной техникой, ветеринарными препаратами, племенными животными и семенным фондом. Сейчас на уровне правительства идет разработка новой логистики поставок сырья, запчастей и материалов. Пока ясно одно, что бизнесу нужна поддержка как со стороны государства, так и со стороны единомышленников и соотечественников. Раньше, к примеру, в татарских деревнях семьях, на которых обрушилось горе, пожар или потоп, помогали всем миром, собирались вместе и заново поднимали дом. Нечто подобное происходит и сегодня. На этой неделе в Казани состоялся всероссийский сход предпринимателей татарских сел. И главной целью этой встречи стало объединение людей, поиск новых решений для взаимопомощи и взаимовыручки. Подробности у Эльзиры Юзаевой. 500 предпринимателей из 40 регионов в Казань собрались люди в прямом смысле от сахи. Сельские бизнесмены – это люди другого склада характера. На своем веку они повидали многое, но с каждым разом выстоять и подняться снова зачастую помогало крепкое плечо соплеменников. Потому что у татар своих не бросают. Татарстан занимает первое место в России по производству молока. Второе место по производству картофеля. Сельхозпроизводители из Татарстана готовы оказать поддержку своим землякам. С удобрением плоховато у нас. И мы решили в Татарстане вот эту проблему. Понимаете, это здорово. И не только вот сегодня. И за семенами мы сюда приезжаем, и за техникой приезжаем. Я полагаю, что эти все санкции, которые сегодня на нас наложили, дают нам, наоборот, возможность занять ту нишу, которую в 90-х годах мы потеряли. Сейчас мы ее можем восполнить. Мы можем предоставить, учитывая вот наши возможности, учитывая нашу близость к Москве, рынки Москвы, собираемся подписать такой договор о сотрудничестве между фермерами и сельхозтоваропроизводителями Московской области и Республики Татарстан. У мобилизационной экономики, признаки которой уже наблюдаются в России в целом и в ее регионах в частности, безусловно, много отрицательных сторон. Самое главное из них, которое отличает ее от рыночной системы, это отсутствие высокой прибыли. Но введенный запрет на импорт дает импульс для развития внутреннего рынка и поиска путей обхода рисков и затрат. Пензенская область, знаменитая татарская деревня Средняя Елюзянь. Здесь практически каждый занят своим делом, от производства продуктов питания до строительных материалов. В санкционный период многие столкнулись с проблемой реализации готовой продукции, потому сельские бизнесмены в Татарстане из разных областей ищут точки соприкосновения совместных экономических интересов. Сейчас у нас в России очень сильно развивается сельское хозяйство. Для этого только земли, денег и наших рук не хватает. Нужны современные технологии. Из-за того, что сейчас европейские поставщики оборудования тех же запчастей ушли, можно это возмещать, я думаю, в Турции, в современно развитой, экономически развитой стране. И я думаю, это быстрее и эффективно получилось бы именно с помощью Татарстана, потому что у вас очень тесные, хорошие экономические отношения с Турцией. У нас у всех общие проблемы. Значит, в строительстве, в запчастях для иностранной техники, в каких-то ингредиентах для сельского хозяйства. И вот у меня сейчас в кармане находится 50 визиток, да? Вот, мы третий день. И также у всех. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, татарские сельские предприниматели, где бы они ни трудились и ни жили, являются опорой для села и примером не только для своих сельчан, но и для всего своего большого татарского народа. Примером стойкости, трудолюбия, воспитания. Они не ждут помощи со стороны. Они живут с верой в собственные силы. И каждое их свершение в таком нелегком поприще, как аграрный сектор, это опыт, который, несомненно, важен для экономики не только того или иного региона, а экономики всей страны в целом. Үзегезне саклагыз, дөньялар тынычлансын, ул тынычланыр. Вакытлар бик җиңел түгел. Аңа карамастан бернинде дә куркынычлык юк. Менә җылылыгыбыз бар, ашарга ризыкларыбыз бар, эшебез бар. Менә шуңа күрә Ходай үзенең кудрәтеннән безне ташламасын. Без үзебезнең хезмәтебез белән, үзебезнең тырышлыгыбыз белән, үзебезнең менә Россия хөкүмәтенә менә ничек булырга кирәк, үрнәк булырга тиеш. Земля полная потенциала, то есть хоть вправо, хоть влево, но главное не назад.
Мансур Адамович, бизнесмен-татарин польского происхождения, переехал в Татарстан в поисках новой жизни, потому что, по его словам, в республике есть все возможности для ведения бизнеса. В Камских Полянах он начал осваивать несколько десятков гектаров земли, где собирается посадить плодовые кустарники. Если в России килограмм малины стоит 500 рублей, то на рынке, к примеру, дружественной Сербии, которая могла бы стать звеном в торговой цепи, ее стоимость в 3 раза дороже. Но аграрная экономика по-татарски, по словам Мансура Адамовича, это не просто холодный расчет, как это принято в Европе, где ему довелось поработать. Это бизнес, где братские дружественные отношения превыше любой прибыли. Для меня это впечатление, да, то есть для польского татарина вот встать между сотней татар, понимаете, у татар есть такое понимание, что ну ты покажи, кто ты, тогда мы тебе возьмем под крылья. Но если человек сумел показать, кто он, то татары уже не дадут ему упасть. Вот так. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.